Наконец-то начало расцветать. 7 часов 10 минут. Очень долгая ночь, блин. Длинная. Где-то тулвар лаял. Перестал. Ветрено с утра сегодня. Для пристрелки не очень хорошая погода. Перестал лаять. На реке, наверное. Лес гудеет. Южный ветер. Ну да. На реке. Черно потерял. В тапках пошел, блин. Вон он. Или на дерево лает, не понимаю. Куда-то он туда побежал. Вот в эти деревья. Да, вот сюда лает. Туда идти, блин, в тапочках неохота. Белка, наверное, белка рвет. Но она на спуск где-то вот на деревьях. Или вон там на гнутом елке. Я думал, на это открытое место он лает. Нет, на деревья. Ну, нафиг, прохладно пойду. Короче, вот такое утро. Сегодня первый день зимы, 1 декабря. Тула, ты уже работаешь с утра. Пыхтишь идешь. Молодец. Пыхтишь идешь. Белка достает тебя. Сейчас бурундуки в спячке. Сейчас белка только может быть там. Хотел заснять весь процесс пристрелки, но не стал уже. В общем, я сейчас покажу, озвучу, где какие пули, как прилетают. Оружие Север, ИЖ-94, 20 калибр и 22 ЛР мелкашка. Ну что, первый патрон, который я стрелял, это был латунь, обычный стандарт. Ну, не охотник 370, но без дырки, без ничего. Пули пришли, вот с палец, если сравнить. Вот. Или спичечный коробок, вот так. По сантиметру, я не знаю. Линейки нету дома, все измерю. И фотографии в телеграм-канале где-нибудь, наверное, выложу. Вот такой самый хороший прилет. Вторым стрелял экспансивным, вот этим. Вторая партия, вот уже чуть хуже. Экспансивный 410, чуть хуже пошла пуля. Но на 370 экспансивный надо еще попробовать. Вот, ну вот такая фуча. Где-то разброс уже, конечно, побольше. 5 сантиметров. Ну, 4,5. 4, грубо говоря, 4 сантиметра. Так, дальше стрелял уже обычными железными. Вот этот патрон. Не понравилось. 3 патрона выстрелил. Они вот так прилетели. Больше брать не стану. Вот этот охотник. Железная гильза. Вообще, смотрите, как он прилетел. Ужас. Но до 50 метров на рябчика охотиться. Это, конечно же, в ход пойдут у меня. Но не более. Экспансивный. Тоже железный. С такими отверстиями. Пульки. Более-менее куча. Вот тут 2 прилет такой вот. И 1 в сторону. Вот. Если это уже считай где-то 6 сантиметров разброс. Здесь примерно 5,5. Но этот более-менее. Дальше еще у меня в сейфе лежали вот такие патроны. Какие-то белот. Я не знаю, там
так он выглядит. С отверстием, отверстия большие, крупные такие вот, с размером на 2 миллиметра толщина, ну отверстие. Прилетели, тоже пуля гуляет на 50 метров, это, я не знаю, это для охоты вообще плохие патроны. Лично для моего оружия они вообще летят. Вот, и еще вот какой-то Фиочи, вот такой патрон, 40 Гринли, Гранли, что там написано, такой вот бронзовый напылитель, с таким напылителем, свинец под напылителем, тоже вот латуневая гильза. Более-менее они хорошо тоже прилетели. Это для охоты тоже буду беречь эти патроны. Для глухарей, думаю, до 70 метров патроны эти пойдут. Вот эти более-менее пошли. И вот, конечно же, стандарт 370. Условия тяжелые, очень сильный ветер. Все время ждал, когда вот у меня бумажка так все время шатала. Ждал момент, когда выстрелить. Конечно, тоже ветер помогает. Пуля летит в сторону или еще. Ну вот. Потом уже сами, как сказать, сравнивайте. Пишите, комментируйте, у кого как летят пули. Я озвучил, честно, на 50 метров все стрелял. Это вот эти, это у меня от гвоздей прикреплял, там степлера нету. Так что патроны не очень. Вот стандарт. Еще в следующий раз куплю 370 с экспансивный, попробую еще. Ну, до 100, со 100 метров это вообще... Может этот еще куда-то прилетит, этот патрон. 410 тоже пробовал, не очень. Вот этот 370 может со 100 метров. Ну, короче, вот эти все патроны до 100 метров, более-менее еще до 50 метров 100% я попаду в рябчика. А дальше с 50 метров уже очень тяжело будет. Будут подранки, будут промахи. Вот так все. Еще фотографии я выложу в этом. Точные размеры там в телеграм-канале. Или же в группе ВКонтакте. Там у меня еще группа про оружие Север еще есть. Вот так. Ладно. Пострелял и пострелял, давно хотел. Вот, конечно, сегодня ветер мешает очень сильно. Начинал снимать со штатива, потом думаю, какой толк. Я лучше вот так все покажу. Это уже как получилось. Вот так вот. Так. Ну что, давайте съездим, покатаемся. Чагу посмотрим. Опа. Чагу посмотрим, ребята. Если есть, хорошо. Нет, так нету. Так, надо завести. О, ламбутка. Сейчас побегаешь. Парень. Этот прицеп не буду брать. Этот возьму и хватит.
Наверное, столько не наберем. Если один рюкзак удастся собрать, и то ладно. Еле как быстро собирать. Тулан, не надо. Все. Мешок надо взять. Мышка возьму. Два мышка пускай будет. Сейчас еще немножко погрею и поедем. Да? А ты побежишь. Старый. С этими пострелушками уже 11 час времени. Время очень быстро летит. Доел вчерашний суп. И взял с собой термос, печенюшки там, ну, к чаю, если вдруг захочется что-нибудь. Вот. А на обратном пути, как приедем, может бич-пакет заварю или еще, а варить уже не стану сегодня. Так, ладно, сейчас съездим, где-то километра 4-5, наверное, от избы поеду по дороге, а там буду уже, ну, места березовые. Посмотрю. Поглядим. Сейчас пока ездить есть возможность, на мотособаке покатаюсь. Посмотрим, может что-нибудь найдем. Если нет, то проверить все равно надо. Так. Ладно. Погоняем. Шапку от это зимнюю не одел. Ну как лишон подниму, блядь. Оденешься, жарко. А без одежды тоже ездить прохладненько. О, ладно. Зайчишка, следы. Взял один мешок и топор еще возьму. Короче, ой, тут просека идет. Хорошая просека. Буранисты тут чистили. И здесь буранится кто-то вот ездил, видно, по этой дороге. Там старые вырубки. Конечно, можно туда тоже ездить для интереса, но не хочу. Этот топор тяжелее, намного тяжелее, потолще, побольше, вес больше, конечно. Так, а я здесь по просеке пройду, потом на дорогу, если что, выйду, потом по дороге спущусь и сюда пешком. Посмотрим, как пойдет. Может, и вообще тут тоже ничего нету, чаги, я имею в виду. Тулан по следу зайца пошел. Здесь хорошие места, в принципе, для сбора чаги, потому что очень много берез будет. Но посмотрим.
Вот, смотрите, какая, блин, хорошая просека. Чистили, вот, видно же. Вот, пожалуйста, след лося прошел. Может, 2. Каких-то. Здесь даже останавливались на просеке, подумали, куда дальше идти. Старые следы. А зайчишка-то сегодня ночью ходила. Вчера снегопад был, и вот тщательно хорошо видно. Вон туда побежал. Тулан, пока тишина. Где-то тоже ходит. Интересно, вот так, когда следы видишь, это уже интересно. Вот. Немножко потропил тут. Несколько раз пробежал. Видите? Свежие. Сегодняшние следы. Да, вот. Вон туда побежал и вот сюда. Может 2 зайца, может 1 там. Круги дает, блин. Редко, конечно, следы такие видишь. Эти зайчи. Вот сейчас никому не подойти. Здесь мышка наследила. Смотрите, какой шорох. А в лесу, в такой тайге, как бы ветра совсем нету. Верхушки, бывает, шатает, а низом ветер. Ну и охотиться, вот видите, скажем, заяц или хоть лось стоит там за 30 метров, ты его просто не увидишь. Если он не шевельнется, ты просто не заметишь. Они умеют так, маскируются, блин, сливаются с тайгой. Вот природа как-то им для сохранения сделала, вот, все. Маскировку я имею в виду. Шерсть и такое вот сливается, вот, ноги серые, какие-то вот седые цвет. Сама коричневая. Ну, сам лось. Так. Вот попробуй здесь поохотиться. Поохотиться. Это не с вышки долбить на загоне. Так, ладно. Что-то берез много, а чаги вообще нету. Здесь получается тоже старые вырубки. Может маршрут поменять. Здесь мало что есть. Тулан у меня. Вот могучий кедр стоит. Их совсем мало у нас. Есть места, где как бы достаточно, но вот здесь от первой избы, ну, в радиусе, наверное, в радиусе 20 километров. Их совсем мало. Я поменял курс. Так, наугад иду. Надеюсь, не заблужусь. У меня навигатора ничего нету. Компас, навигатора, ничего. А вот мне хочется, скажем, идешь, и ты попадаешь на свою тропу, на свои следы. Это говорит о том, что ты кольцо сделал. А я вот сейчас как бы примерно 90 градусов угол поменял. Пытаюсь найти дорогу. Да, здесь делать нечего. Тут один подсад. Не глубокий уже. Там вообще тяжело ходить. Сейчас распутиться ни на лыжах, ни пешком. Пора такая неприятная ходить. Вот так быстро испотеешь. Вон они первые. Чада. Но очень высоко и маленькие совсем. Вон они. С кулачок только. Вон. 3 метра высотой. Выше. Там вроде как дорога уже. Фу. Значит, я правильно пришел. По дорога лапа идти.
Запарился уже я. Ну нафиг. Не знаю, куда лучше. Сейчас вот в ту сторону сейчас перейду. Там, наверное, все-таки вот здесь как ни крути. Лесопунктовские или Госпромхоз даже вырубал лес. Что-то странный лес какой-то вот. Не перестал ялы, ничего. И много подсада. Очень много березы молодых. Так. Ладно, сейчас. Блин. Зайду туда. Раз начал уже эту сторону посмотрю. Конечно, лучше на мотособаке вот так по дороге идешь, едешь. Увидел, там остановился. На осенней охоте одна серия была, как я шел по болоту, очень тяжело было. И озвучил то, что вот сейчас я иду. Ох, куница тут. Следы куницы были. Вот, тоже ближе, это между прочим. Вот след куницы первый. Поэтому книгу увидел. Вот он. И сейчас вот то же самое идти. Но я не знаю от силы, сколько я смогу по такому снегу проходить. Вот прям держит вот этот наст. Шагать очень тяжело, трудно. Вот, тулан снова догнал, он по дороге куда-то ходил. Я не звал его, ничего так. Пусть думает, там ходит. Вот сейчас прошел по ельнику, там вообще один ельник, а там дальше будет ручей. Вот именно где вот спуск, вдоль спуска буду идти параллельно ручью. Там всякая береза здесь должна быть. Раньше охотился тут на рябчиков. Постоянно рябчики тут были. Но в этом году пока тишина. Прошел примерно километр, от силы 1,5. Ну, до 1,5 километра примерно вот такой круг получился. Вообще пустой. Берез много, чай вообще тут нет, вообще. Я, знаешь, я так думал, что здесь я наберу. И на несколько дней тут площадь такой очень большой. Думал, несколько дней я здесь буду ходить. А я сейчас уже буду примерно идти мотособакой. Вот такой лес. Смешанный лес. Березы кругом, смотрите. Прям очень много их. Да, пойду с мотособакой. Примерно ориентир возьму вон туда. И буду выходить. Собака тоже рядом. Быстро бежать не может, ходить. Такой наст. Прям стопорит тоже лапы. Больно лапам. Я его понимаю и вообще не заставляю искать кого-то или еще. Пусть ходит так рядом, и я очень даже доволен. Ходит и ходит. Будет какой-то свежий след, он побежит по следу. Вот. Так и иду пустой. И так получается фильм ни о чем. Хочешь, скажем, показать что-то вот годное, хорошее, чтобы вам, зрителям, тоже приятно было посмотреть. Если вот чага есть, я пошел на сбор чаги, чтобы показать все это дело. Нету. Но что записал видео, я обязательно тоже выложу, как бы там ни было.
Бывают пустые походы, бывают и хорошие с охотой и с тягами, фильмы уже были даже. Как получается, так и показываю. Не буду пиариться там, как есть, так и есть. То и выложу. Красивые моменты, когда будут. Сейчас перееду на другой участок, на другое место. Тут голяк. Вообще тишины, ничего нету. Капец, как тяжело ходить. Жесть. Еще свежие следы зайца. Вон там кормятся. На его площадь сюда тоже ходили. Вот. Свежие. Туман там идет. Здесь лоси кормились. Я, ребят, заплутал. Хрен пойми, куда уже идти. Просто однотонный тайга. Пока свои следы, где я шел, не встречались, но, кажется, я, наверное, начал кружить. Не пойми, куда идти, честно. Запутаешься тут. Солнца нету, ничего нету. С солнцем проблем никаких. Надо на смартфон какой-то компас скачать. Или он есть у меня там. Хоть посмотри, где юг, где север. Не понимаю. Куда идти? Вот тут кормовая база. Вот они, где кормились. Всю ночь тут тусовались они. Мы где-то, наверное, они недалеко. А собака где? Не вижу, тулан куда-то ушел. Вот он. В эти дни тут кормились зайцы. Или один, может. Помьет одного размера. Крупный заяц. Фу. Куда идти? Где наша дорога? Ребят, нашел. Что искал, то и нашел. Небольшая чага. Там впереди вроде тоже какая-то дерево похожее. Высоко что-то там. Ну, совсем малюсенький. Ой, несерьезно как-то это все, конечно. Несерьезно. Чага вроде хорошая. Да, нормальный. Этот маленький совсем. Лучше почищу сразу. Не, чага хорошая. Добротная. Именно хорошая, что коричневого слоя очень много. Шлак надо убрать сразу. Вот и все. Два куска вот таких за 1,5 часа ходьбы. Капец. Столько уже я прошел. Не удивлюсь, если я здесь свою тропинку еще, свои следы увижу. Если увижу, то я вообще, значит, иду по кольцевой. Хрен пойми, куда идти. Что-то спуска здесь не должно быть.
У меня там спуск впереди как будто. Нет, больше нету. Большой спуск. Ё-моё. Если спуск, то мне надо вообще в другую сторону идти. Так, ладно, сейчас я рюкзак это уберу. Хрен пойми, куда идти. Спускаться не надо, ни в коем разе. Значит, влево пойдем. Ну вот первый трофей сегодняшний у меня. Капец. Видите как. Нелегко дается и даже чага. Хочется набрать. Я думал, сегодня наберу нормально. Такой участок хороший прошел. И чага, оказывается, совсем тут нету. Почему я сюда пришел, не понимаю. Тоже вот загадка, блин. Лучше ходить, чтобы дорога или ручей не терялась. Туда спускаться не надо. Ну нафиг. Еще один. Так себе. Прокуска таких. Так. Эта сторона, чтобы на спину смотрела. Вот мне надо вот строго вот туда идти. Так. Вот туда я пришел. Вот сюда пойдем. Что-то я блуждаю. Серьезно. Хожу по кругу. Так. Туда пойдем. Совсем мелкие. Крупных совсем нету. Ух ты! Этот вообще коричневый, ребят. Фу. Это редкость. Совсем коричневый, хороший. Это высший сорт. Это высший сорт, ребят. Настоящая чага, блин, высший сорт. Прям коричневый. Редко так попадает. Такие. Вообще без трухи, без ничего. Чего себе. О, как алмаз. Серьезно, чага это попалась мне. Вот если сравнить, показать вам, вот одна с трухой, а это вот вообще коричнево. Это хорошая чага. Фу, хоть немножко, но интереснее. Сколько впустую уже иду. Там ручей. Туда надо вон. Наоборот, чтобы вот. Надо идти вон туда куда-то. От ручья мне надо уходить. Перекур, ребят. Фу. Я что-то совсем не знаю, куда иду. Один раз свои следы пересек. Потом стрелочку отметил, что я пересек. Второй круг уже иду. Хрен пойми, где я хожу. Сейчас вышел чисто на ельник. Вот тут. Здесь поваленные деревья. Очень много. Такая поляна. Вот тут. Собака где-то вон там вдалеке лаял. Надеюсь, догонит, где он, сейчас не знаю. Вот. Решил чай попить.
майский чай попью. Это летом, который подписчик в походе в моей избе оставляли. Там сухпай. Вот это сейчас буду есть, пить. Вот такой сахар в том сухпае был. Консервы очень много. Макароны были. Бутылка водки оставили. О, и туланы. Вон он. Догнал. Вот, также там такой галет. Вот, и с этим я сейчас буду пить чай. Кого-то лаял сейчас. Может, зайца там следы вот были свежие. Ну нафиг, все, больше без компаса. Я сейчас поеду домой. Сейчас посмотрел в этом смартфоне, думал, там есть этот компас. Мне надо скачать какой-нибудь компас на смартфон. Или же брать с собой компас. И это не дело. Капец, блин. Хожу, я не знаю. С одной стороны ручей, с другой стороны дорога. И не такой большой участок, и не могу я выйти из этого участка. Просто вот не могу. Ориентир я потерял, куда идти. Я вот начинаю прямо идти, все равно вот ты смотришь вот эти чагу, и видать какой-то вот постоянно вот там угол меняется, и все. И ты можешь быть в такой заднице, что не можешь выйти, и придется под елкой ночевать. Рано или поздно все равно выйду. Хотел еще в другое место съездить, и смотришь, уже начинает там, меняется уже, к вечеру уже идет, вечереет. Сейчас с печенюшками чай попьем и дальше. Надо успокоиться, подостыть и дальше идти. Открыл галеты, я не пробовал еще вот такие. Ну, обычные галеты, самые дешевые. Туда. Попробуем. Это солдатские, армейские вот эти сухпаи. Знаете, вот как будто очень-очень давно лежит там в какой-нибудь коробке вот такой запах. Подем дук и днешен гыться шуще. Не помню, не могу выговорить там, ну, не очень приятный запах, если честно. Зуб можно сломать. У меня все зубы на бломбах. Можно зуб потерять. Ой. Бежит. Невкусное печенье. Не понравилось. Вкус какой-то вот непонятный. А чай майский вкусный. Майский чай вкусный. Наверное, надо заказать этот майский чай. Чай вот вкусный, да. Печенья нет. Вот смотрите, ребят. Везде кровь. Ладно. Лапы уже порвал. Об этот наст. Трет капец, конечно. Везде уже крови. Вот так много не находишь тут по этому насту.